Региональный штаб Народного фронта перевел больше 150 тысяч рублей по QR-коду, чтобы помочь мобилизованным жителям Ингушетии. Напомню, что проект ОНФ «Все для победы» по поддержке участников спецоперации на Украине и мирного населения Донбасса стартовал в июне. Так, у любого желающего есть возможность через сайт победа.онф.ру оказать посильную помощь нашим бойцам. В начале спецоперации, в марте месяце, мы сами лично выезжали в город Таганрог, работали в детских домах, как именно юноармейцы. Со мной была моя команда, это были дети из детских домов Луганска, Донецка. Мы с ними проводили мастер-классы, мы с ними проводили время, закупали канцтовары, все, что было в наших силах. Потом еще раз ребята, именно сотрудники, не дети, а сотрудники нашего штаба собрали денежную сумму, и мы передали нашим военнослужащим гуманитарную помощь. И сейчас мы никак не могли остаться в стороне, когда вот именно появилась вот эта вот акция «Все для победы». Эта акция, она действует с июня месяца, то есть теперь у нашего региона есть свой специальный QR-код, где все собранные средства уходят именно на этот счет, то есть на нашу республику. Если раньше деньги собирались по всей России, то сейчас именно на военнослужащих, которые служат из нашей республики. И вот мы объявили у себя на всех соцсетях, в страничках, в телеграм-канале объявили сбор, и буквально за месяц и юноармейцы, и их родители, кстати, были очень и много иногородних, которые именно подписаны. Мы собрали 152 500 рублей, которые мы сегодня и перевели. Средства гигиены, техника, продукты, товары первой необходимости. Региональный штаб ОНФ сначала оказывает поддержку и помощь российским военнослужащим и мирным жителям. Так, организация отправила 22 тонны необходимых вещей. Очень много заявок приходит именно на питьевую воду. На освобожденных территориях Донбасса там именно такая проблема. У нас есть еще сопредседатель ОНФ Чередниченко, он лично от своей семьи передал 300 комплектов детской одежды для детей именно на освобожденных территориях. Налоговая служба, Роскомнадзор, женщины России, то есть все организации, буквально все, они оказывают посильную помощь. Вот мы все это собираем, сортируем и отправляем.